Кадровые изменения города Бишкек будут продолжаться. Скоро вы услышите другие кадровые изменения. Во-первых, когда я сюда приехал, были кадровые изменения. Как вы знаете, я первых дней был нашумевшее увольнение вице-мэра Алымбекова. Он тогда не был вице-мэром, он был просто советником. Я просто уволил советника, и в то время надо было назначить советником, я должен сам работать с командой. Я, еще раз говорю, Мозгачеву не увольнял, она сама ушла, сама на заявление написала и ушла. Единственная ошибка была Куценко. Я, не проверив, назначил этого акима, и он, к сожалению, был возбужден в уголовное дело. Остальные все были моими решениями. Гулидин Намамбетов. Я еще раз говорю, этого человека как гражданина, как женщину, как раньше знал, я очень уважаю ее. Но я не могу с этой персоной работать в мэрии. У него другие взгляды, у него другая, философия жизни у нее другие. Поэтому я просто сказал ей, что я не собираюсь с ней работать. Остальные все мои решения правильные были. Я так думаю, увольнение Бишкекского троллейбусного управления и управления городского транспорта без согласования Горкиныша, без согласования мэрии они озвучили о повышении тарифов транспорта. Повышение тарифов транспорта и другие тарифные политики, это Горкинышевское, не мое. Даже мэрия не может самостоятельно поднять тарифы. Мы должны согласовать Горкинышев. Некоторые директора не согласовывают, они делают заявление, это неправильно, они должны согласовать заявление с нами. А то некоторые заявления, они влияют на политическую обстановку в городе. Поэтому вы еще услышите некоторые изменения кадровые сегодня-завтра, и после Нового года продолжится. Потому что город меняется, политика меняется, кто не успевает, или с кем-то я не хочу работать, я должен дальше идти, работать командой. Теперь о уголовных делах. Вы уже извините, Зеленстрой, Эльнура, она молодец, я ее давно знаю, она работала, да, но это решение ее, она сама ушла, потому что у него в первой инстанции было решение суда, второй инстанции еще нет, третьей инстанции тоже нету, но она сама ушла. И еще других директоров есть такое решение. Просто мы должны жить по закону, работать по закону. Государственные служащие, муниципальные служащие обязаны соблюдать законы Кыргызской Республики. К сожалению, это наша обязанность, мы должны все жить по закону. Поэтому уголовные дела, которые сегодня вы видите, что Амантурова задержали, к сожалению, мне очень больно смотреть на это. Потому что мы с ним работали. Мы земляки из Томского района. Но, к сожалению, человек сам создает себя, сам должен отвечать за свои действия. Мне очень больно, когда задерживают своих сотрудников или своих бывших коллег. Потому что в свое время мы тоже работали. Дай Бог, чтобы он вышел оттуда. Аман-есен шықсын, күнөөсү жок болуп эле шықсын, териштүү иштери жүрүп атат болуш керек. Поэтому мне очень больно, когда такие дела происходят.